А где ваш бейджик? Бейджик, если честно, с собой сегодня не взял. Обязательно. Обязательно в следующий раз возьму. Просто как привычку еще не выработал. С самого раннего утра на посту «Холодная речка» в Гагарском районе специалисты Министерства туризма, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, представители Ассоциации экскурсоводов и профсоюза экскурсоводов проводят рейды. Их цель – выявить нелегальных гидов, которые организуют экскурсии без разрешения. Также проверяют местных экскурсоводов, чтобы убедиться, что у них есть все необходимые документы. На момент съемок уже было остановлено около 30 машин на предмет выявления различных нарушений. Это были и местные жители, и представители других стран. В частности, из нарушений у наших местных гидов это отсутствие бейджика или экскурсионной путевки, а у представителей иностранных это было отсутствие каких-либо документов на перевозку пассажиров или на ведение какой-либо туроператорской туристической деятельности. Разумеется, у нас есть свой собственный реестр нелегалов, совместно Минтуризма и общественной организации. Туда вносятся новые личности, с которыми до этого мы не сталкивались. И если они обнаруживаются на экскурсии вторично, то мы, разумеется, выписываем им штраф за ведение нелегальной деятельности. Сегодняшний выезд в основном носил рекомендательный характер. Также одна из целей – пополнение списка нелегалов. А во время следующих рейдовых мероприятий уже будут выписываться штрафы. Разумеется, мы остановили нелегала. Он не имеет никаких документов, разрешительных на ведение деятельности на нашей территории. И мы назначаем ему штраф в размере 18 тысяч рублей. Повторные штрафы 36 тысяч рублей. Естественно, мы его штрафуем, он дальше едет, но опять-таки это не значит, что его еще раз не оштрафуют. Это не значит, что он будет вести свою деятельность как полагается. Тем более люди знают уже, что это нелегальный экскурсовод, и к нему вряд ли кто-то пойдет, потому что он осуществляет свою деятельность на нашей территории нелегально, а это значит, что он вне закона. Мы пытаемся остановить вот этот поток нелегальных экскурсоводов на нашей территории. Рейды организуются с целью обеспечения работы экскурсоводов в соответствии с требованиями и наличием всех необходимых документов. Это необходимо для создания множества сертифицированных маршрутов, что обеспечит комфорт и безопасность гостей нашей страны. Лицензированные экскурсоводы регулярно проходят повышение квалификации в Министерстве туризма. Однако существуют нелегальные экскурсоводы, которые препятствуют законной деятельности и искажают историческую правду об Абхазии. У нас принято думать, что нелегал – это исключительно человек, который приехал из-за границы проводить экскурсии. Ни в коем случае нелегал – это человек, не имеющий разрешительных документов. То есть это может быть бейджик, путевка, специальная другая документация. Если у человека нет этой документации, будучи даже гражданином нашей республики, он является нелегальным экскурсоводом. Больше нарушают, к сожалению, или к счастью, не знаю, как правильно сказать, нарушают, разумеется, представители других стран. Они просто, возможно, не понимают чего-то или что-то как-то у них по-другому. Просто у них нет разрешительных документов. Сотрудничать с нашими местными фирмами, с нашими местными экскурсоводами ни в коем случае не воспрещается, а наоборот поддерживается. Если кто-то сотрудничает с нашими местными компаниями, то абсолютно спокойно можно вести нашу деятельность, используя наших граждан как сотрудников на объектах показа, как гидов, экскурсоводов. Сегодня проверки прошли сразу в двух местах – на посту «Холодная речка» и на КПП «Рица». В общей сложности было остановлено около 60 экскурсионных машин, из которых 40 работали без разрешительных документов. Такие рейды будут проводиться регулярно в течение всего туристического сезона. Лаура Капш, Адам Ардженя, Абхазское телевидение.